эфире выпуск новостей, в студии Иван Тулинов. Здравствуйте. В Генеральной прокуратуре Казахстана опровергли информацию о согласованности митингов, касающихся военных событий в Украине. Ранее в социальных сетях появилось сообщение, что акиматы сразу 6 городов Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Актобе-Актау и Жанаузена дали разрешение на проведение массовых собраний 1 мая. В надзорном органе заявили, что в этот день центральные площади населенных пунктов будут заняты культурно-массовыми мероприятиями, посвященными Дню единства народа Казахстана. В ведомстве призвали казахстанцев не выходить на митинги, к которым призывают в соцсетях, а также напомнили, что за участие в несанкционированных акциях предусмотрена административная ответственность. В Комитете гражданской авиации опровергли информацию, что косвенная ответственность за крушение самолета компании «Бек-Эйр» лежит на пилотах. Напомню, накануне в Департаменте по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте заявили, что именно летчики принимали решение касательно противообледенительной обработки воздушного судна перед вылетом. И именно обледенение крыльев самолета вызвано причиной крушения «Фоккер-100». В Комитете гражданской авиации и авиационной администрации Казахстана считают, что все предполетные процедуры пилоты проводят согласно строгим регламентам, в том числе за авторством производителей самолетов, поэтому называть их виновными некорректно. Одновременно с этим в двух ведомствах обратили внимание на действия руководства аэропорта, которое допустило строительство двухэтажного дома в непосредственной близи от взлетной полосы. Напомню, в результате столкновения «Фоккер-100» с жилым строением в декабре 2019 года погибли 8 человек. Почти 40 человек пропали без вести после крушения здания в Китае. Случилось это в городе Чанша, провинции Хунань. Многоэтажка, в которой располагались гостиница, магазины, частный кинотеатр и кафе, обрушилась в пятницу. Помимо тех людей, что пропали без вести, под завалами оказались 23 человека. Вытащить пока удалось лишь 5 из них. Их доставили в больницы, состояние пострадавших стабильное. Что стало причиной обрушения, еще не установлено. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. В Европарламенте проголосовали за продление действия в ЕС цифровых паспортов вакцинации до 30 июня 2023 года. Напомню, европейский ковид-сертификат приняли в июне прошлого года для облегчения свободного передвижения по Евросоюзу во время пандемии. Документ позволяет путешественникам подтвердить, что они полностью вакцинированы или протестированы, либо получали лечение от инфекции в последние полгода. Изменения также коснутся возможной выдачи прививочных паспортов и после тестов на антигены. И в продолжение темы добавлю, что Казахстан не отменяет требования ПЦР-справки для выезжающих из-за рубежа. Главный санврач страны подписала постановление, согласно которому тем, у кого на момент пересечения границы нет паспорта вакцинации, по-прежнему необходимо предоставлять справку об отрицательном ПЦР. Речь идет о всех пунктах пропуска. В Алматинской области полицейские нашли часть украденного заводского оборудования. Оно предназначалось для инновационного производства по выпуску кирпича. Завод расположен в Шымкенте и в апреле должны были произвести его запуск в рамках госпрограммы. Однако техника так и не доехала до производства. Ее украли по дороге, остановили машину, разгрузили, а затем злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полиции сообщили, что аферу придумал ранее судимый житель Алматы. 2 единицы дорогостоящей техники успели продать на строительные объекты. Еще 2 до сих пор не найдены. Пострадавший предприниматель заявил, что на Хоргойсе действует организованная преступная группа, однако данную информацию в полиции не подтвердили. В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что афера – дело рук 35-летнего жителя города Алматы, ранее привлекавшегося к ответственности за аналогичное мошенничество. Уголовное расследование по факту проводится согласно статье 190 части 4 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть мошенничество в особо крупном размере. В Казыгуртском районе Туркестанской области каждому пострадавшему от потопа выплатят по 100 тысяч тенге. Это материальная помощь от спонсоров. Получат ее больше 1000 человек. Помимо этого, жители, потерявшие скот, могут рассчитывать на компенсацию от государства. Тем временем в местных селах продолжают ликвидировать последствия наводнения. Подробности у Рауля Габитова.
Проливной дождь и по колено воды – это то, с чем столкнулись жители села Жыңышке. Аул расположен в низменности. С холмов большая вода хлынула по улицам и подтопила дома. Дождь шел примерно полчаса, но этого хватило, чтобы вода затопила весь двор, сарай и гараж. А что было бы, если бы осадки продлились еще дольше? От потопа пострадали 11 сел в Казыгурском и Сарагашском районах. Вода проникла в 41 жилище и 71 сарай. Например, этот дом в ауле Хакпак частично обрушился. Об уровне воды, которая его накрыла, можно судить по следам на стенах. Все наше имущество оказалось под водой. Сейчас нам обещают компенсацию. Ждем. Сказали, что построят новый дом в другом и более безопасном месте, пока наша семья живет у родственников. В акимате обещают профинансировать ремонт каждого здания. На материальную помощь могут рассчитывать и те, кто потерял домашних животных. Всего при потопе погибло порядка 500 голов скота. Мы создали специальную комиссию, которая рассчитала сумму выплат за погибший скот. За каждую овцу владельцы получат по 40 тысяч, за ягненка по 10 тысяч, а за козу по 20 тысяч тенге и так далее. Компенсацию получат все, кто понес убытки. Ликвидация последствий подтопления продолжается. Помимо спасателей, на помощь к жителям приехали сотни волонтеров со всего региона. Они очищают дворы и улицы от грязи. Я тут второй день. Помогаю, чем могу. Очень много дворов и улиц превратились в болото. Вот мы и убираем грязь. На местах работают и представители общества Красного полумесяца. Пострадавших они обеспечивают одеждой и гуманитарной помощью. Рауль Габитов, Ерболат Абишев, Куаныш Абуов, Хабар 24, Туркестанская область. В Павлодарской области усилили охрану леса. В Сосновом Бору, где совсем недавно произошло крупное возгорание, разработали оперативный план на случай тушения лесных пожаров. Напомню, тогда огонь охватил свыше 300 гектаров молодого леса. Ущерб государству превысил более 30 миллионов тенге. Ербол Абишев продолжит. В природном резервате Эртыс-Орманы спешно опахивают лес. Эти искусственные преграды важны в период пожароопасного сезона. Вокруг леса начались весенние отжиги. В любую минуту пожар со степи может проникнуть в Сосновый Бор. Отработали все мероприятия противопожарные. Сейчас у нас подготовка идет к проведению профилактических мер борьбы с лесными пожарами, как устройство минерализованных полос и уход за ними. Сейчас в лесу высокий класс пожарной опасности. На территории резервата выставлены 11 противопожарных постов. Круглосуточно на потенциально опасных участках несут дежурство боевые расчеты. Ситуацию с воздуха контролирует вертолет. На борту у нас 2 десантника пожарных. Если площадка позволяет, мы высаживаем десантников. Они занимаются тушением до прибытия основных сил. Пожарный десант – профессия опасная. Они первыми вступают в борьбу с огненной стихией. В прошлом году в лесу зарегистрировали 75 пожаров. 25 из них потушили благодаря оперативности и отваге пожарного десанта. При степном пожаре заходит в лес, например. Вот тяжело тушить. Стараемся выполнять своевременно останавливать пожар. За 20 лет было много ситуаций. Всякие были ситуации. Были даже жертвами. С начала месяца в Сосновом Бору случилось 4 возгорания. Более 340 гектаров лесной площади пострадало в огне. В природном резервате Эртыс-Орманы подозревают, что в 2 случаях был умышленный поджог. Мы готовы своевременно отразить любой пожароопасный период. Ведется круглосуточное дежурство, график сменности, сутки трое. Недавно удалось достигнуть соглашения по оказанию взаимопомощи с управлением лесами Алтайского края России, природным резерватом семьи Орманы, акимами сельских округов и крестьянскими хозяйствами. Полиция и погранслужба тоже подключились к охране леса и борьбе с браконьерством. Скоро пройдут учения по отработке совместных действий при ликвидации лесного пожара. Ербол Абишев, Самат Аспанов, Женис Тимирбулат из Павлодарской области. Хабар 24. Малоснежная зима, жаркая весенняя погода и сильные ветра – все это может отразиться на урожае зерновых в Северо-Казахстанской области. Аграрии отмечают, климат в регионе меняется. Есть опасения, что засушливая погода нанесет серьезный урон посевам. Сейчас землевладельцы пытаются сохранить на полях ту влагу, которая есть. Подробности у Нургуль Ахметовой.
На полях сельскохозяйственной опытной станции, расположенной в поселке Шагалалы, проводят баранование. Агрономы отмечают, это важный этап подготовки почвы к посеву, особенно если учитывать, что запасов влаги мало. Это видно и невооруженным глазом. На угодьях пыль столбом. Сухая земля легко подвергается ветровой эрозии. Рано сошел снег, влаги не было. Вы можете заметить, что ни на одном поле, нигде вы сейчас не встретите лужи, лощины, лиманы. Этого ничего нет. И подсохла почва, сильные ветра, суховей. Ничего хорошему это не приводит. Это сносится верхний плодородный слой почвы. Малое накопление влаги в осенне-зимний период, весенняя засуха с сильными ветрами и риск, что летом дожди будут редко. Все это может отразиться на урожае, отмечают специалисты. Чтобы осенью не остаться без хлеба, эксперты рекомендуют придерживаться оптимальных сроков сева и соблюдать все агротехнологии. Кто выдерживает технологию, каждый этап, то есть начиная от ранней осенней зяби, да, снегозадержанием, подготовкой качественных семян, подготовкой качественного фона, ранневесенние мероприятия в свою очередь также 100% проводит, тот получит урожай. Кто, конечно, пропускает или там экономит на топливе, там, на чем-то, да, тот и будет проигрывать в этом плане. Обследование полей на определение запасов влаги сейчас проводят и специалисты Казгидромета. Они отмечают среднее увлажнение почвы, то есть меньше нормы, а лето, по прогнозам, обещает быть жарким. В первой декаде мая прогнозируются заморозки на поверхности почвы ночью до -3 градусов, а существенный прогрев температуры воздуха ожидается в третьей декаде, когда столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов. Летний период пройдет с повышенным температурным фоном на 1-2 градуса выше нормы. Количество осадков ожидается в пределах нормы, местами меньше нормы. Осадки прогнозируются кратковременного и грозового характера, то есть выпадать будут локально. В целом аграрии региона планируют засеять зерновыми 3 миллиона гектаров сельхозплощадей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Северо-Казахстанская область, Хабар 24. В столице определили победителей ежегодного творческого конкурса «Шаттык». В этом году организаторы приняли более 4000 заявок. Однако в финал прошли лишь 800 участников. Они соревновались по 9 направлениям – от вокала и танцев до IT-технологий. На гала-концерте конкурса побывали мои коллеги. До начала концерта считанные минуты. В репетиционном зале не протолкнуться. Идут последние приготовления самых талантливых детей столицы к выступлению. Здесь они поют, танцуют и играют на музыкальных инструментах. Мы будем танцевать танец дзиндон «Остановите время». Мы репетировали этот танец около 4 месяцев, и нам было очень сложно. И мы теперь выступаем здесь. Все эти дети, по словам организаторов, уже победители. Все они прошли строгий отбор. В этом году на участие в конкурсе заявки подали более 4000 участников. Однако в финале оказались лишь 800 сильнейших. Отбирались с экспертов. Это профессиональные артисты, профессиональные эксперты в IT-отрасли, профессиональные, скажем, писатели. И профессионалы своего дела отбирали. Конкурс «Шаттык» проводится в столице уже 15-й год подряд. На этот раз он посвящен Году детей в Казахстане. Для детей подобный конкурс является стимулом, да? Кто-нибудь из них в будущем может стать певцом или же актером. Тем более все задатки для этого есть. Нужно идти только вперед и вперед. Завершился гала-концерт вручением памятных статуэток победителям и их педагогам. Андрей Деминок, Диаскал Лумбаев, Хабар 24. Юношеская сборная Казахстана по теннису впервые пробилась на чемпионат мира. Об этом сообщили Федерации тенниса. Путевку в финальный этап командного первенства наши спортсмены завоевали в Индии. Казахстанцы одержали волевую решающую победу над Таиландом 2-0. Первое очко в копилку нашей команды принес Дамир Жалгазбай. В невероятной по накалу игре он одолел своего соперника в 3 сетах в трехчасовой игре. Во втором матче победу праздновал Зангар Нурланулы, который разгромил своего оппонента. Таким образом, сборная Казахстана впервые в истории принесла стране путевку в финальный этап юниорского первенства мира, который пройдет этой осенью. И на этом все. Оставайтесь с нами.